Итак, дорогие наши зрители, читатели портала Питер Татар и, конечно же, аккаунта прямого эфира, мы вас приветствуем. Начало в 19:00, как мы и заявлялись, мы стартанули для нашей встречи, и сейчас ждем гостя. Итак, надеюсь, встреча будет познавательной, увлекательный, потому что много тем хотелось бы тоже успеть захватить, но самое важное это Туган-Тыл, это наш татарский язык и все его трансформационные события. Так. Угу. Итак, Фарид Абый присоединился. Все, всем. И Итак, ну что ж, нас слышно, уважаемый Да. гость? Отлично. Ассаляму алейкум рахматуллахи баракату. Добрый вечер. Валейкум салам рахматуллахи баракатуху. Добрый вечер, Харли Кич. Очень рады вас приветствовать. Фарид Абый, Фарид Мунавирович Гараев. Сегодня с нами в эфире в прямом на аккаунте портала Питер Татар, соответственно, который объединяет не только татар и вообще, в принципе, и других национальностей представителей, и других конфессий, религиозных традиций. И в целом нас смотрят по всему миру, у кого есть возможность выхода в интернет, и в целом хороший прием. Да? Итак, я хочу вас представить, Фарид Абый. Вы у нас, как сказали, прежде всего преподаватель, учитель, это почетное, да, вот, звание по жизни. Вы преподаете арабский, старотатарский, татарский, само собой, и также вы заведующий кафедрой иностранных языков Московского исламского института. Также вы автор исследования социолингвистических проблем языковой ситуации в Республике Татарстан. И также я уже хочу в дальнейшем эту тему раскрыть, а для начала вернусь к старотатарскому, и татарскому, и арабскому. Вот ваша работа научная, она как раз через проблематику, через призму, через вот этот, да, спектр рассматривается. Вот что с нашим татарским языком? И вы, как знающий старотатарский, когда слышите современную татарскую речь, литературную татарскую речь, что происходит внутри? Потому что сколько человек знает языков, столько его самого. Вот как это внутри у вас происходит, когда, зная старотатарский, вы слышите и разговариваете на татарском языке? Пожалуйста, слушаю. Спасибо большое за вопрос и за представление. Еще раз позвольте поблагодарить вас за приглашение и возможность общаться в прямом эфире с вашими постоянными подписчиками. И надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет плодотворной, и надеемся, что зрители не потратят время даром. Прежде всего, относительно татарского языка хочется сказать, что на самом деле татарский язык, он очень красивый и не зря тоже входит, как указывают ученые, и не только татарские ученые, сами исследователи, о том, что один из таких именно слаженных языков, который и очень удобно его ввести и в компьютерные технологии, поэтому по некоторым данным именно татарский язык находится на 14 месте именно по такой структурной слаженности и по своим именно внутренним перспективам, по своим, можно сказать, мощностям, так скажем. И поэтому прежде всего хочется сказать, что на самом деле, не знаю, это, наверное, непередаваемое ощущение, когда слушаешь речь именно такой татарской литературной речи. И не зря, в принципе, вот в татарском языке относительно художественной литературы, и говорят именно, его переводят именно художественной литературы, говорят именно матур адабият. И вот о том, что вот именно матур переводится как именно
как и красивый, и хороший, тоже есть именно смыслы. Поэтому это вот все то, что, во-первых, тоже в душе человека проявляет, все хорошее проявляется в душе именно человека, и поэтому насколько это все красиво оформлено, насколько это все структурировано, именно даже как просто даже, больше даже как не просто татарин, а больше даже как лингвист, и уже начинаешь это все понимать, когда уже и есть возможность сравнить и с другими языками, не говорим, что у них что-то плохо, да, а в том плане, что насколько татарский язык впитал в себя и впитывает еще все больше и больше именно и арабские слова, и их некоторые структуры, и их смыслы, и персидские слова, и некоторые их выражения, и общетюркские, и те слова, которые, фразы, выражения, которые употребляются в турецком языке, вот эти метафоры, метонимии, и из русского языка тоже приняло, и, в принципе, процесс языков, взаимодействие языков происходит такой необратимо, обязательно. Каждый язык оказывает влияние на тот язык, с которым имеет контакт постоянный, поэтому все это такой взаимный процесс происходит, поэтому татарский язык оказывал и оказывает влияние и русскому языку, и то же самое с тюркским языком, и арабскому языку тоже происходило и происходит влияние тюркских языков. И поэтому просто красивые, и когда уже наши литературоведы и поэты, писатели пишут и используют язык, и именно язык именно тот, который с глубоким смыслом, и образный такой язык, он, конечно, очень красивый. К сожалению, тенденция во всем мире идет к упрощению языка. Упрощение языка, это неизбежно происходит, и мы в своей речи тоже, в обыденной речи мы это тоже, я думаю, замечаем, о том, что хотим все попроще сказать, просто объяснять, но тем не менее, именно литературная часть языка, она всегда должна развиваться и должна сохраняться, как бы то ни было, потому что это и оказывает влияние на формирование мировоззрения человека, на развитие его мышления, потому что язык и мышление, и все это взаимосвязано, поэтому если слишком упростить, то получается и мы можем упростить и те органы, которые отвечают за развитие мышления. А нам бы хотелось, наоборот, чтобы человек все больше развивался и совершенствовался по мере того, что Всевышний нас создал именно такими совершенными, но тем не менее, чтобы мы еще все дальше и дальше развивались. И поэтому, когда уже язык, он богатый и красивый, и там есть еще огромный потенциал для развития человека, и тем более знание нескольких языков, как подтверждают ученые, оно еще больше помогает человеку развиваться именно в плане и, собственно, и с мышлением, и с умом, и эрудицией, и также сделать все больше и больше полезного, я думаю, что не только для своего народа, для своей страны, но и для каких-то общечеловеческих ценностей, чтобы уже внести свой огромный вклад. Вот это ответ. Это здесь, это вот у меня, пока вы отвечали, уже как у солнца несколько лучей образовалось, вот как развить можно тему. Но я, наверное, начну с такого простого. Вы, когда спите, вы видите сны на татарском, старотатарском, арабском, на русском языке. Вы как там разговариваете? Вот очень интересный вопрос буквально, потому что в последнее время приходится читать и очень много литературы, и материалов и на арабском языке, и на английском языке. Бывало, что и сейчас смотрю и некоторые материалы на испанском языке, поэтому иногда, что, само собой, еще на турецком языке, потому что иногда там же во сне бывает, что ты говоришь на каких-то этих иностранных языках то же самое происходит. Поэтому буквально недавно тоже замечал, что то говоришь на одном языке, то говоришь на другом языке. Хотя, честно говоря, когда в жизни происходит, когда ты говоришь с
с кем-то пообщался человеком, иногда даже как бы не обращаешь внимания, и потом начинаешь думать, на каком же языке мы с ними общались. И, в принципе, и даже вот именно переключение вот этих кодов языковых, да, как бы невозможно, хотя как бы невозможно иногда даже как бы сказать себе, давай, я сейчас переключаюсь на такой-то язык, на такой-то язык, и когда же постоянно с одного на другой язык уже переходишь, и, в принципе, даже на каком-то уровне уже перестаешь уже для себя даже воспринимать, на каком же языке ты говоришь, либо ты разговаривал когда-то. Поэтому все достаточно интересно. То есть это в неком роде как аллегория Казан, да, такой получается? Вот, Да. Ага. Так, хорошо. А вот, например, когда те же англичане слышат русскую речь, они заворожены, смотрят, как работает речевой аппарат, губы, вот дикция, да, вот все вот эти моменты. И у них это вызывает некий такой восторг, потому что это как аттракцион некий. Мне об этом рассказывали, и потому что, например, если брать американский, да, английский, он более сухой, более такой как раз-таки небогатый, да, и деловой. А, например, если русский, богатство русского языка, вот когда татарский язык слышат те же иностранцы, испанцы, арабы, что они, как вы по их реакции чувствуете, что с ними происходит? Потому что понятно, что в нашей тюркской семье те же турки, да, азербайджанцы, это понятно, что мы их всегда в душе обнимаем, любим и как бы понимаем, даже если брать представителей Узбекистана. А вот арабские, арабы, там, испанцы, англичане, американцы, вот с кем вы общаетесь уже на международных мероприятиях? Вот ваше видение, ваши впечатления. Ну, мне кажется, прежде всего, на что мы сами тоже обращаем внимание, иногда при общении с представителями разных, либо просто когда слушаем, либо даже смотрим какие-то экзотические, может, с нашей точки зрения, языки, либо вообще даже вот, прежде всего, какие-то эмоции, да, и эмоции, они сравнимы с тем, что несет в себе язык, потому что язык, он несет в себе огромный тот, который потенциал, который мы говорим, что хотя все мы должны нести добро, и язык то же самое, поэтому, как в хадисе пророка Мухаммада ﷺ говорит, что как бы говори благое, либо молчи, поэтому, в принципе, язык, он должен в себе и нести те самые положительные качества, потому что вот арабское слово калиматун, как именно слово и как калям, исходя из этого, которое образовано, и от глагола каляма прежде всего ранить, чтобы уже вот калиматун, это вот некий как инструмент, который можно именно сделать рану, поранить человека, потому что человек должен все время знать о том, что если он что-то неправильно скажет, то он может нечаянно ранить человека. И поэтому в этой связи, прежде всего, как иностранцы, мы, в принципе, сами тоже обращаем внимание на то, что говорит человек, не ругается ли он, допустим, да, как бы его фразы, эмоции, прежде всего, именно как его мимика, жестикуляции, как все это происходит. И, в принципе, в основном иностранцы всегда говорят, что, в принципе, вот, и они просят, наоборот, иногда, давай поговори что-нибудь на татарском языке, скажи какие-то слова, как это все звучит и так далее. И обращаю внимание, что именно татарский язык, он очень такой добрый, милый, и всегда, когда говоришь, что буквально какая-то улыбка, доброта, поэтому с этой точки зрения именно их всегда интересует, особенно если это арабы, и иногда стараемся именно подбирать такие слова, и они говорят, что если иногда в предложении бывает 4-5 слов, которые состоят, иногда из них 3 или 4 целиком именно из арабского языка взаимственные слова. Поэтому они говорят, что это, в принципе, говорят, не арабский язык, не татарский язык, это и есть арабский язык. Поэтому, хотя на самом деле, если говорить об арабском языке, еще раз хотелось бы сказать о том, что, в принципе, как и в хадисе пророка Мухаммада ﷺ тоже говорится о том, что и в примерах мы это тоже видим, что слово «арабский» означает именно «чистый». Чистый для понимания, чистый для произношения. И кроме как до Корана, из послания Корана, слово «арабский» по отношению к языку арабов не употреблялось. И даже название арабы сами тоже не употреблялось, не было названия такой народности. Поэтому арабами именно и арабским языком называли тех, которые именно говорят на чистом языке, на таком понятливом языке. И
потому что народы были различные кочевые племена, которые находились в Аравийском полуострове. Вот они, у них там тоже был такой, можно сказать, литературный язык, некий надязык, которым они общались прежде всего, когда они собирались во время различных ярмарок, либо каких-то поэтических состязаниях, и они как раз употребляли этот язык. А внутри своего племени у них разговаривали уже на обычном языке. И поэтому уже, можно сказать, это, скорее всего, вот касается вот тех, которые уже использовали такой литературный язык, и вот именно язык понятливый, те, которые понятно говорили, именно как раз как арабским. И поэтому и в Коране, когда уже говорится, что именно Коран ниспослан вам на таком ясном арабском языке, имеется в виду тоже именно арабский, подразумевается именно не какой-то язык, а именно такой ясный язык. Поэтому отношение к арабскому языку тоже должно быть такое, о том, что это не просто язык, и люди тоже, а именно арабами тоже можно посчитать, это не просто как название какого-то народа, а те, которые говорят четко, ясно. И, естественно, уже потом уже вот этот арабский язык уже начал называться таким образом, но, по сути, вот в нашем сообществе преподаватели арабского языка, и когда мы с коллегами вот общаемся, и поэтому у нас нет такого разделения. Те, которые говорят на арабском языке, в принципе, мы считаемся все арабами, потому что мы несем в себе вот именно эту самую ясность. И на самом деле она ясность происходит влияние не только арабскому языку, потому что именно с Кораном именно слова были дополнены еще большим глубоким смыслом, который позволяет размышлять человеку, именно задумываться о многих вещах. И в том числе то же самое происходило уже как раз влияние на другие языки. Те народы, которые принимали ислам, это большинство вот именно наших тюркских народов, как именно с принятием ислама, и слова, они обогатились с глубоким смыслом, и, естественно, вот именно эти слова тоже все время оказывают влияние на мышление человека, на его поведение, и поэтому это очень важная структура, которую как раз невозможно рассматривать именно отдельно, без влияния и без оказания этого всего. И в подтверждение вот именно моих слов хотелось бы еще вот по примеру, именно как звучит именно относительно арабского языка, и то, что и благами, которыми мы тоже пользуемся вот в татарском языке, используя огромное количество арабских слов, о том, что вот, например, чисто именно грамматические категории, о том, что когда одной женщине, когда обращаются в арабском языке, мы говорим «анти», и когда твои дела «халюки», и когда уже как следует местоимение «ки», и в глаголах, когда прошедшее время, например, мы говорим «хульти», например, да, либо «такулина», и вот просто чтобы обратили внимание, что происходит. И либо, например, не говори «ля такули», да, либо кули, повелительная форма. Поэтому, когда запретительная форма, либо повелительная форма, у нас все время в арабском языке, только именно когда к женщине, одной женщине, происходит, все заканчивается на звук и, либо ина. А что такое ина? Это как раз, как вы видите здесь уже, вот это некая улыбка, это мягкость. Поэтому именно чисто грамматические категории сделаны таким образом, что, учитывая, что только когда обращаешься к одной женщине, Аллах Субхану Тааля создал нас, и Он знает, насколько женщина хрупкая, и поэтому через грамматические категории защитил женщину и сделал так, что кто бы ни обращался к женщине, и все как раз звуки должны заканчиваться на вот именно на мягкий звук и вот она должна быть проявлять мягкость, и тем самым показывается, подчеркивается через именно грамматические категории о том, что на самом деле мы знаем, что ислам поднял статус женщины, но иногда мы по воле Всевышнего, зная даже это все, тяжело все это соблюдать. Да? Как бы мусульмане, к сожалению, по-разному проявляют закон установления Всевышнего. Не всегда получается все сравнивать, а вот именно с чисто грамматической точки зрения Аллах Субхану Тааля так и делает, о том, что хрупкой женщине к нему необходимо должно быть именно всегда, все должны улыбаться, мужчина или женщина всегда, когда обращаешься на «ты»,
оно должно быть именно заканчиваться на звук «и». И я говорю, что именно это милость по отношению к женщинам, милость по отношению к мужчинам, потому что если ты нечаянно что-то сказал, и вот именно вот эти рецепторы, когда у тебя уже потом уже говорит, что, допустим, даже что-то грубое сказал, вот это движение тебе напоминает, что перед тобой хрупкое создание, у тебя есть возможность скорее извиниться и сказать, что дорогая, любимая и так далее, и потом можно быстро всю эту ситуацию исправить. Поэтому такие уникальные вещи, все это есть в языке, и этим необходимо все изучать и показывать другим людям. И обычно иногда бывает, что когда перед аудиторией я выступаю и рассказываю эти нюансы, это, в принципе, еще помогает именно чисто с грамматической точки зрения, почему именно вот «и» есть, именно в каких случаях оно помогает. И в том числе именно вот в плане, насколько все урегулировано, именно взаимоотношения, все различные взаимоотношения, и во взаимоотношениях, когда одной женщине, которая есть, и еще раз мы говорим, что на уровне Всевышнего, который и на уровне грамматики, Аллах Субхану ва Тааля все это уже установил и сделал. И иногда бывает, что вот именно в женской аудитории наши сестры буквально плачут, потому что на самом деле пока вот это все не прочувствуешь, и благо в том, что когда мы уже не арабы начинаем это все изучать, мы же обращаем внимание, как вы говорите, что иностранцы обращают внимание, как мы говорим, наши эмоции, мимики и так далее. Арабы просто как привычно, они как говорят, как должно быть, так и должно быть. А когда мы уже изучаем, мы обращаем внимание на все нюансы, так же, как и любой иностранец, когда изучает иностранный язык. Поэтому в этом плане как раз Всевышний вот как раз дает те знания, которыми наделяет нас для того, чтобы уже заинтересовать других людей, показывать именно милости, на самом деле милость Всевышнего в языке. И то же самое относительно татарского языка тоже хочу сказать о том, что именно вот через арабский язык, татарский тоже, и вот это через графику, письменность, когда мы говорим через старотатарский язык, правила были такие, буквально до начала 20 века споры шли, как записывать те или иные слова. Прежде всего, арабских заимствований тоже касалось, что писались слова в основном так же, как и выражались, как писались в арабском языке, по этим же правилам и писались. Хотя законы немножко фонетические, орфография и орфоэпия немножко отличались. И происходили, как всегда, у нас споры среди татарской интеллигенции и научного сообщества. И как выражать, прежде всего, гласные звуки, как выражать те или иные там фонетические изменения. Но, тем не менее, хочу сказать о том, что и вот те исследования, которые тоже проводил, благодаря тому, что татары использовали арабскую письменность, и не только татары, и другие мусульманские народы, по воле Всевышнего, в Коране есть такой аят, Аллах говорит, потому что мы не спасали для вас Коран, и мы сами являемся его защитниками, хранителями. И поэтому, пока мы использовали арабскую письменность, как раз благодаря этой же письменности, потому что это не просто буквы, буквы тоже были продиктованы и созданы Всевышним для людей, для того, чтобы нам, во-первых, облегчить Коран для понимания, для того, чтобы мы могли его изучать. И когда уже наши народы использовали эту графику, нам было гораздо легче, естественно же, приобщиться к этому. И когда использовали эти же слова в своей речи, в своей литературе, естественно же, с этими словами мы говорили, они тоже влияют и на мышление, и на наше поведение, и тем самым народ, несмотря на то, что утратил свою государственность буквально почти 500 лет, но тем не менее живет, радуется, созидает, и несмотря на то, что интеллигенция, можно сказать, такая передовая интеллигенция, она уничтожалась неоднократно, но тем не менее народ все время развивается, находит в себе силы, выходит на новые уровни. И поэтому за те годы советской власти, когда народ был отделен от религии, и вот именно от тех благ, которые Всевышний как раз вкладывал в нас, мы многое утратили, но тем не менее как раз сейчас после эпохи перестройки все заново закрутилось, завертелось. Надеюсь, что часто идут разговоры о том, что
вот скоро придет конец тому конец и так далее. Я к этим словам, пессимистическим словам абсолютно не верю, потому что у нас растет такое поколение, которое, иншаллах, будет как раз по воле Всевышнего, как раз будет это все реализовать. И тем более наше будущее поколение как раз будет еще больше и больше видеть те самые прелести, которые есть. И я вот с глубоким уважением отношусь к нашим писателям, поэтам, которые писали, особенно это касается дореволюционно, потому что, к сожалению, после революции немножко пошла такая агитационная волна, и вот это все цензура и коммунистические органы, все, которые прослеживали, и все работало на идеологию. И поэтому, к сожалению, из-за этой идеологии все идеологическое, оно очень быстро проходит. И, к сожалению, когда те идеологические произведения, когда читаешь, уже обнаруживаешь, что, в принципе, это все уже давно устарело, и это не актуально, и наоборот уже... Искусственность какая-то, да, некая Да, там искусственность, ощущается? да. Поэтому получается, вроде бы положительный герой, который хотел показать автор, они, оказывается, абсолютно не положительные. А те, которые отрицательные, и вроде бы они, наоборот, уже положительные, именно с точки зрения уже сегодняшних реалий. И с этой точки зрения даже... Поэтому очень жаль их, хотя, мне кажется, вот репертуар, к сожалению, вот я думаю, возможно, санкт-петербургские зрители тоже согласятся, и вот в Москве часто с жителями, москвичами Подмосковья, когда общаемся, видим, что на гастроли, когда уже приезжают, и вот именно те традиционные, которые наши театры выставляют 100 лет, например, они открывали одними и те же произведения, а 100 лет назад именно как раз те самые идеологические пьесы, они и были в тренде, так называемом. Но, к сожалению, уже сейчас уже немножко другая картина мира, и на самом деле уже хочется уже увидеть то, что уже соответствует к нынешним реалиям, нынешним вызовам, и то, что интересно уже и молодежи, и взрослым, которые уже, на самом деле, чтобы было это матур-адабият, чтобы это уже показывало только красоту и воспитывало, потому что именно должна быть именно такая воспитательная роль, и воспитывала прежде всего в человеке именно прекрасное, все прекрасное, а не в угоду каких-то идеологических соображений. Ага, вот смотрите, Фарид Абы, здесь вот такой момент взаимопроникновения, да, вот одной культуры, языковой среды, вот это, да, вот что-то мы перенимаем, у нас что-то перенимает. Но вот тогда получается, что в русской речи же много татарских слов, и впору создать уже, иншаллах, такой сборник, чтобы те же русские, которые думают, что это исконно русские слова, они вообще-то имеют истоки наши, татарские, и не только там, если брать уже и, как вы говорите, и арабский, то есть получается... Насколько даже если, ну, как бы вот современная речь, вот сколько слов там, в бытовом, да, таком вот характере мы используем, на самом деле, татарских, а думаю, что они русские. Вот вы часто такие моменты, вот, ну, не то, что подмечаете, на них акцентируете, когда с кем-либо общаетесь, потому что мы эту тему когда-то затрагивали, там, лично с вами, ну, вот, и вы мне тоже, когда говорили одно слово, второе, третье, такой каскад был, я такая, вот это открытие, вот это новость, и ваше вот впечатление, вот раз ну, как бы произошло вот это взаимопроникновение, а сейчас говорят, что ассимилировался татарский язык, вот что по сути-то по-настоящему происходит? У нас больше турецких слов в татарском, больше арабских, или все-таки вот какие сейчас течения? Так, но я специально таких исследований, конечно, лично не проводил. Естественно, как любой человек, всегда задумываешься, интересуешься, что насколько, в принципе, язык – это вот как раз отражение той действительности, которая происходит. Поэтому не зря исторические источники, когда мы читаем, прежде всего, тоже для того, чтобы выстроить некую языковую картину, и либо именно и такую историческую картину, когда читаешь, ты по языку можно уже судить, что происходило с этим языком, с этими людьми. И поэтому
Да, даже по татарскому языку, когда мы читаем те же самые произведения начала 20 века, либо конца 19 века, либо средние века, либо нынешние, конца 90-х, мы тоже можем увидеть о том, что чем дышит народ, чем дышат те же самые писатели, поэты. То есть это отражение, да? Вот да, прям это, самый да, настоящий это индикатор. Самый настоящий индикатор. Поэтому и раз уж разговор коснулся еще как бы современного русского языка, хочется сказать о том, что на самом деле русский язык сейчас очень сильно обогатился, так же, как и обогащался в свое время многими тюркскими, татарскими словами. Прежде всего, это вот тюркские слова через татарский язык. И обогатился и до сих пор используется, благо того, что есть возможности сейчас это все вывести и использовать и не только как для татар, но и для других народов, которые, в принципе, можно даже это все сейчас все пропагандируется, это тоже здесь есть. Но я хотел акцентировать внимание на том, что именно через ислам и через то, что сейчас именно люди много приходят и через русский тоже ислам, и даже не только даже из-за русских, о том, что выросла целая плеяда, так скажем, целое поколение народов Советского Союза, которые, к сожалению, утратили, либо неполноценно владеют своими родными языками. И для них вот как раз русский язык стал межнациональным языком, и вот именно русский язык стал то же самое, как неким средством для получения религиозных знаний. И поэтому в религиозных учебных заведениях довольно часто мы видим, и, в принципе, религиозные учебники тоже на русском языке, но там преобладает огромное количество арабских слов, либо религиозных терминов. Многие из них, которые, в принципе, употребляются также и в татарском языке. Буквально начиная о том, что как бы да, где-то может быть, где-то молитва, где-то намаз, но молитва имеет тоже разные значения. Иногда, может быть, он как просто в значении мольба, а если уже намаз, то уже непосредственно совершение религиозного определенного обряда. Поэтому с этой точки зрения вот именно слова такие, как тоже, как просто как пример говорю, да, как иногда, как закат, его просто как невозможно, просто как милостыни или какой-то виден, невозможно называть. И поэтому русский язык сейчас настолько обогатился, и просто, я думаю, ученые пока еще не обращают, хотя я уже несколько лет тоже предлагал и лингвистам, и теологам немножко заняться этой проблемой, именно тоже вопрос проникновения, соприкосновением на различных культур, и то же самое влияние на русский язык, вот именно ислама, насколько русский язык обогатился за счет ислама, и вот именно и за счет слов и понятий. Хотя то же самое, просто как пример хочу привести, что в английском языке тоже ученые говорят, что есть более 2000 тюркизмов, именно тюркских слов. Где-то там мы здесь уже не разделяем, это татарский, турецкий или еще какие-то слова, но тем не менее, что некоторые они больше сейчас уже больше остались как бы в исторических словах, в исторических произведениях, но тем не менее, что тюркские слова, они имеют достаточно большой пласт как в русском языке, так и в европейских языках, и то же самое можно говорить и о влиянии, например, арабского языка, и арабские речи, и другие европейские языки. В то же самое, например, про испанский язык можем сказать, что там очень много тоже слов и некоторых грамматических форм тоже сохранилось. И поэтому с этой точки зрения, как Всевышний говорит, что мы вас создали разными народами для того, чтобы вы изучали друг друга и восполняли. И поэтому люди должны жить мирно, существовать и как раз изучать друг другу традиции и, естественно, при этом стараться сохранить свои национальные корни, устои, потому что сейчас вот в Московской области очень много, и в том числе и молодежи, очень интересуется и историей, и культурой, и языком, и поэтому у многих происходит такое глубокое изучение
глубокий интерес, который, в принципе, они хотят реализовывать через изучение и вот татарского языка, и татарской культуры, и изучением ислам. И здесь уже вот возникают вопросы, всегда меня спрашивают, иногда говорят, какие учебники порекомендуете, какие программы, какие курсы. К сожалению, у нас ну, как сказать, в Москве, если это даже, может быть, в других регионах, не так сильно развито изучение языков. В основном это происходит либо при различных религиозных общинах, либо каких-то курсах, я думаю, это вот на национально-культурных каких-то центрах происходит изучение, но, к сожалению, их недостаточно, и недостаточно и методическая, научная подготовка, потому что если даже сравниваем, насколько буквально в России идет, я не побоюсь этого слова, именно некий бум изучения турецкого языка, и, в принципе, люди достаточно успешно изучают этот язык, и буквально даже не нужно им никакой особой мотивации, хотя какая-то мотивация совершенно уже, скорее всего, есть. Это вот может быть раз в год поехать на отдых и постараться там уже разговаривать с носителями, либо те, которые есть, люди, которые хотят туда переехать и хотят уже более комфортно себя чувствовать. Так, ага. С точки зрения хочу сказать о том, что используя вот именно современные методы изучения языка, именно преподавания языка как для язычной аудитории, какие есть прежде всего, как используя различные коммуникативные методы, красочные такие учебники, как для английского языка, например, немецкого, французского языков. К этим же стандартам сейчас уже приходят и вот арабский язык, и турецкий язык тоже разработали различные такие методические курсы. И я думаю, у татар будет тоже такая же возможность. И прежде всего, я тоже обычно предлагаю, что вы параллельно изучайте и турецкий язык, и татарский язык. И говорю, что если вы уже овладели уже турецким языком, и вместе параллельно вам будет легче уже понимать и татарский речь, и просто вот эти учебники, и они более совершенно, более так интересно сделаны, чем без излишних награждений какими-то грамматическими категориями, больше ориентированы на различные языковые, на разговорную речь, на различные языковые ситуации. Поэтому люди очень легко могут это все освоить, и потом уже говорят, что, пожалуйста, будьте добры, и потом у вас будет возможность, и гораздо очень легко арабский язык, либо даже параллельно изучайте, буквально сегодня тоже у нас проходили медресе занятия, и мы вот с ребятами читали тексты с английского языка переводили на арабский язык, потом на турецкий язык, потом на татарский язык, еще какой у нас. В общем, в итоге у нас оказалось, мы где-то работали 5 языками. И поэтому, да, поэтому так или иначе, те, которые, в принципе, изучают, в принципе, все они изучают знания для себя, получают, и один язык, как раз мы, когда смотрим даже вот различные эквиваленты, как происходит перевод того или иного слова на арабский язык, на турецкий язык, либо на английском языке, как он передается, некоторые особенности. А это не сложно, Фарид Абы, извините, вот, ну разве абсолютно. Это не нагромождает, это как бы не тормозит процесс обучения, когда ты вроде бы должен по одному языку идти, а тут еще параллельно у тебя вот эти моменты, там же не может быть все синхронно и как бы все как бы... Многие, я, извините, перебиваю вас, я вас вопрос понял, в том, что многие в школе так или иначе, как минимум 10 лет, возможно, изучали английский язык, да, у кого-то там есть опыт тоже, иногда вот как минимум 5-6 лет тоже изучали татарский язык, возможно, в русскоязычных школах, либо просто они где-то слышали, общались, либо хотят они заново, где-то есть турецкий язык, я еще раз говорю, что они очень близкие, похожи, поэтому они только помогают друг другу, потому что где-то там уже знаешь, запоминаешь те слова, поэтому когда есть небольшой опыт, абсолютно никакого заторможения нет. Я даже вот предлагаю иногда вот и сам тоже практикую, и не только для себя, но при преподавании о том, что когда изучаешь какой-то язык через какой-то другой язык, память еще лучше откладывается, и гораздо
лучше остается в сознании. Вот именно некий метод ассоциативного мышления. А ассоциативное мышление, оно возможно только когда уже сопоставляется. Чем больше сопоставлений, тем лучше. Поэтому, когда уже ты сопоставляешь уже с двумя языками, либо с тремя, либо еще большими языками, у тебя уже в голове не каша, а наоборот уже все четко. Когда вот ты одну картину на один гвоздик вешаешь, у тебя он может быть нечаянно рухнуть, да, а когда уже на 2, на 3, на 4, то уже это уже будет уже... Как интересно, Фарид, Да. это ваша авторская методика, то есть получается? Я думаю, сейчас, в принципе, хочется сказать о том, что в современных вузах тоже, когда уже идет тенденция во всем мире, когда общаемся, многие знают 3-4 языка как минимум, поэтому хочется, чтобы мне тоже, прежде всего, вот наши татары, как наши предки знали много языков и использовали, и говорили, могли общаться, разговаривать и нести нашу культуру другим. И потом уже, и наоборот, из них уже привнести к себе те самые положительные качества. Хочется о том, чтобы наши тоже... у нас есть преимущество, потому что у нас со школы знают прекрасно как минимум русский и татарский, и в то же время неплохой английский. И хочется, чтобы уже в школе же они изучали и арабский язык, потому что знание арабского языка, во-первых, мы говорим еще раз, во-первых, знание тех же самых слов, которые уже не просто обычная повседневная лексика, а та как раз художественная лексика, которая украшает нашу речь, красит его и обогащает, которые развивает наше мышление. Буквально, как пример, хочу привести о том, что, например, я часто этот пример привожу, но позвольте в этот раз тоже скажу о том, что, например, в арабском языке слово «фаляха» имеет два значения. Первое значение пахать, обрабатывать землю, а второе значение иметь успех. И всегда говорю, что вот именно старайтесь именно искать связь. Да, можно же увидеть связь между обрабатывать землю, либо работать и иметь успех. Это вот буквально как две точки, когда человек, каждый из нас стремятся к успеху, и нет такого человека, который бы не хотел бы иметь успеха. И здесь уже многотомные книги, либо большие книги можно заменить, как становиться успехом, буквально изучив одно слово. Вот как раз одно слово тебе показывает, что чтобы иметь успех, тебе всего лишь необходимо работать, тебе необходимо двигаться вперед. И на самом деле показывает о том, что успех это не то, что ты где-то находится, а успех в том, что ты вообще двигаешься к этой цели. Это и есть настоящий успех. Фарид Абы, вы понимаете, ну как бы вот я как раз, несмотря на свое музыкальное образование, немножко, да, прошу прощения о себе лично, это для меня огромной оказалось проблемой почему-то, потому что память у меня, она какая-то мгновенная, девичья, и я вас сейчас слушаю, понимаю, что вы мой учитель, потому что все, что вы сейчас сказали, это очень много таких, знаете, внутренних вот этих перенапряжений, потому что за зубрежка уже пытаешься вот эти все фантазийные моменты, ассоциативный ряд выстраивать. И сейчас для меня, например, открытие, что оказывается, когда ты параллельно учишь 3 языка, например, да, и как бы сквозная такая идет линия, да, то это наоборот, да, это и мышление развивает, нейроны новые там какие происходят, да, вот эти образования, но это и упрощает, как я поняла, собственно, обучение одного языка, а тут у тебя уже букет такой. И второе, вот вы сейчас говорите, что вы вообще в своей методике, получается, преподаете через этимологию, то есть я, например, когда самостоятельно пыталась в интернете, какая же этимология вот этого английского слова, и вот ищу, и вот это целая исследовательская, получается, работа, все, я утомляюсь, и я уже забыла вообще, что, собственно, до этого я учила. А у вас сразу раз-раз, и вы сквозную то делаете через несколько языков. Это... Ну, я вас вот в этом плане, вы меня покорили, потому что я хочу быть вашей ученицей относительно, потому что я все время ищу своего учителя именно по, ну, как бы, другим языкам. А старо-татарский, скажите, он стал латынью? Все, это как памятник? Вот меня этот волнует вопрос. Нет, в принципе, старо-татарский это тоже, если смотря, что называется татарской. Сейчас уже, к сожалению, старо-татарский больше употребляется у нас как термин именно старо-татарской письменности, это как раз больше как графика. Если мы говорим о том, что
в те времена, если мы берем даже, допустим, начало 20 века, когда те же самые использовали эту графику, естественно, тот или иной период, который бы мы не рассматривали, никто не называет свой язык каким-то старым, да, как бы все... уже какая-то такая, да. Да, всегда мы называем, например, нынешний язык, мы говорим современный татарский язык. Тогда тоже все называли это, что современный татарский язык. Естественно, если читываться, я вот с удовольствием читаю и слушаю, и вот даже как пример хотел привести, например, Фатиха Амирхана, произведение, очень интересное произведение, он тем более такой пишет в сатирическом русле, хотя там опять уже сатира соприкасается иногда вот с неких трагедий, можно вот именно, можно смеяться, можно плакать спокойно. Я бы всем вашим читателям порекомендовал бы, его даже аудио-вариант этой книги есть, называется «Танский часы», «Вечер танца», в котором как раз можно увидеть, описывается жизнь как одного обычного татарина, который пошел на вечер танцев, который был впервые устроен, и описывается события 1912 года, когда еще первые в афишах как раз арабскими буквами были написаны. И вот как раз пример привожу о том, что тогда он как раз читал и говорил, что, наверное, вот именно танцы, он не понимал, что это танцы. Он говорил, что у него были ассоциации, что танца, потому что арабскими буквами было написано. Он говорил «та-ниса», «а-ниса», и это, скорее всего, говорит, какой-то малограмотный человек, наверное, написал, который плохо знает арабский язык. И вот у татар начала 20 века вот так же случалось, и было широко распространено о том, что если человек плохо знает татарский язык, то есть арабский язык, то это вот некий немножко малограмотный. Поэтому знание арабского языка считалось, в принципе, просто как некий, как норма. И если он чуть хуже знает, то, возможно, просто мало потрудился в медресе, либо где-то в каких-то учебных заведениях. И далее хочу сказать, что вот обязательно там описываются слова, люди, которые вперемешку используют, там, например, либо некоторые слова используют неверно, например, то же самое у нас нынешние ученые тоже иногда говорят, например, «стальным артында утыргама» или «сталь янында утыргама», например, «артында», если это за столом, если дословно перевести, а «янында» это у стола. И тогда уже были споры, и, в принципе, там тоже очень интересно приводят различные примеры. И также пример того, что когда тогда же старались показывать свою прикосновенность, либо свою причастность к высокой культуре, использовать в своей речи, татарской речи, какие-то русские слова. И как раз Фатих Амирхан очень жестко высмеивается над ними, с такими людьми, что это очень малообразованные люди. И поэтому и относительно религиозной сопоставляемости, там очень красиво все это оформлено, все это выражено. И буквально, даже вот именно это произведение читаю, иногда можно, если не знать, когда было написано, либо кто написал, то можно было сказать, что это примерно вот наши дни где-то я попал. Поэтому, к сожалению, проблематика даже вот спустя через 100 лет иногда она остается, и язык, он достаточно близкий для понимания, поэтому это не латынь, а нам бы, наоборот, хотелось бы, чтобы уже использовать, да, новые наши технологии образовывают, появляются новые термины, новые понятия. Тем не менее, мы должны как-то стараться извлечь из потенциала самого татарского языка, постараться его назвать, но чтобы это не было каким-то искусственным, более естественным. В принципе, в этом плане вот сейчас турки тоже достаточно неплохо работают, и на турецком языке новые слова достаточно проникают. Естественно, там уже та государственная машина, которая поддерживает, естественно, и более благозволит. Но, тем не менее, и не все так гладко получается, потому что некоторые термины так или иначе тоже не проникают в речь, потому что все, народ решает, принимать какие-то слова в свою речь или не принимать. Ну да, поэтому, да, жизнь сама. Да, и еще журналисты тоже огромную роль в этом выполняют, потому что какими же словами как раз апеллировать, что в себе писать, и что больше они будут культивировать через свои произведения, через свои
новости, либо различные публикации, да. Поэтому и народ, читая их, воспринимая, принимает, не принимает, потому что журналист все равно потом будет писать именно с теми словами, либо с теми же оборотами, которые будет уже читателю ясно и понятно, потому что уже искусственно никто не хочет, чтобы его труд остался непрочитанным и не дошедшим до читателя. Поэтому я надеюсь, что язык наш, он тоже развивается, и татарский язык также будет развиваться. Конечно, хотелось бы, чтобы именно тот акцент, который мы тоже говорили, чтобы многоязычие, которые есть и татар, которые проживают за пределами Республики Татарстан, чтобы обязательно, как русский язык, это язык Российской Федерации, татарский язык это как наш родной язык, а английский язык, можно сказать, как язык современной технологии, а арабский язык это вот как язык нашей традиционной культуры. Поэтому вот именно вот эти 4 основы, если будет, то я думаю, то и наше здание, которое мы называем как наш дом, наша семья, наша, как мы говорим, наша ячейка, которая, да, будет сильной. И не зря же фундамент состоит именно как раз из этих 4, не просто из 3 сторон, да, и тем более, если это 4 стены, то уже никакой ветер не проникнет, а когда только всего из 2 сторон, либо с 3 сторон, это все достаточно шаткое строение получается. Поэтому вот эти 10-4 будет как минимум, потом уже рядом уже будут получаться и все остальные тоже. Тогда получается, что когда я говорю, что старо-татарский, ведь слово это вибрация, и я таким образом сама как бы сопричастна к тому, чтобы он был как латынь, ну, то есть сама формулировка, да, вот то само звучание, это уже какая-то неправильная, ну, как бы, да, неправильный подход к обозначению, да, вот, значит... Я заблуждалась, когда думала о том, что вот старо-татарский существует, вот как памятник. Буквы, помните, когда я писала про спектакль «Олив», к вам тоже, да, как эксперт обращалась, что есть буквы, которые все исчезли из татарского алфавита. И как же так? И как раз вот я хотела спросить, вот эти трансформации, вот эта вот ассимиляция, вот эти слова какие-то пугающие, сложные, это все-таки это не проблема, это развитие эволюции, оно только обогащает, ну, как бы, вот, как человек меняется, его, вот, да, вот, повадки и так далее, лучше становится. То есть вы на протяжении нашего разговора вы говорите все в таком радужном, в таком, знаете, позитивном. Я сама, как бы, вот, ну, как бы стараюсь всегда, да, вот стремлюсь к этому, да, состоянию. Но ведь есть и на весах и другие мнения, да, что вот татарский язык, и вот, ну, как бы, собственно, вы говорите, даже когда учишь арабский, вот это упрощает татарский, да, вот в изучении, либо наоборот, если ты знаешь татарский, тебе проще арабский, вот эти моменты. То есть, подрезюмирую, не надо тогда говорить старотатарские, да, и вот эти исчезнувшие в песок буквы, это ничего плохого в этом нет? Вот. Ну, прежде всего, хочу еще раз вот на личном примере сказать, что знание татарского языка мне очень помогло изучением и арабского языка, и турецкого языка, и в принципе, знание этих языков, в свою очередь, изучению немецкого языка, английского языка, естественно, само по себе тоже здорово помогли. И поэтому, когда человек прекрасно знает свой родной язык, а татарский язык как раз он в себе воспитал и арабский, и вот именно общетюркские такие корни, и поэтому это только упрощает его дальнейшие коммуникации, дальнейшее, как раз мы говорим, именно дальнейший выход именно в мир. И когда уже старотатарский язык именно как больше употребляем как название графики, потому что изучение вот именно арабского языка как раз именно вот как раз использует старотатарская графика, поэтому тот, который будет уже знать арабскую графику, в принципе, он потом легко может и персидский, на фарси легко читать. Мы скажем, да, и, в принципе, и те буквы, которые есть на фарси, они как раз дополняют некий симбиоз арабской и персидский, потому что в языке тоже очень много у нас и персидских там тоже слов. И тем самым, в принципе, вот мы можем судить о том, что мы буквально в
во всем мире, нигде не потеряемся, спокойно сможем общаться, Даже в взаимодействовать. Китае, Фарид Абы, вот немножко, да, так к финалу нашей Да, беседы. да, да. Вот говорят некоторые, что там представитель наш, например, нашего, да, Северного Кавказа говорит, ваш татарский язык как китайский. Вот что вы можете по поводу такого высказывания тоже Но сказать? если на Северном Кавказе мы тоже можем, там обычно находим очень много общих слов именно через арабский язык и еще тюркские слова. Если там можно поездить по Кавказу, названия, именно географические местности, названия там рек, озер и там гор, и либо еще какие-то, то мы увидим, что это там именно тюркские названия, и поэтому через это они еще начинают понимать, ах, вот это оказывается, поэтому так назвали, потому что мы говорит, не могли понимать, почему именно так назвали. И поэтому всегда общее такое есть, и оно потом, наоборот, нам помогает выстраивать те или иные отношения. А китайский, вот. А китайский, там тоже взаимопроникновение тоже происходило, и, естественно, не без этого, естественно, но именно китайский язык тоже имеет своего рода специфику, но за счет того, что тоже на протяжении многих-многих веков и Китай, и тюркские племена тоже жили бок о бок, и определенный, просто из-за того, что разности графики, это было некий, как сито, тяжело было проникнуть, допустим, тюркским словам китайский, либо китайским тюркский. То же самое происходит, когда сейчас вот мы сменили графику и пользуемся кириллицей, мы не можем сразу же увидеть и распознать арабские слова в нашей речи, хотя их очень много. И то же самое, когда уже в турецком языке мы их тяжело различаем, когда они используют латинскую графику. А если бы они писали арабской графикой, гораздо проще было бы именно распознать именно арабское слово или персидское слово. И то же самое происходит, когда уже совсем уже иероглифы пишутся, уже они меняются, немножко как видоизменяются по своей внутренние правила, поэтому я думаю, там таких исследований тоже проводятся многократно, те или иные слова, их гораздо много, так же, как и китайских слов тоже в наших тюркских языках тоже они имеются. А тогда вот наше соседство с Финляндией, мы же здесь, Санкт-Петербург, там же тоже получается, у нас достаточно сильная там диаспора татарская, они там очень охраняют татарский язык, все говорят на татарском, и у них там есть целая система обучения. А вот финно-угорское вот это, да, семейство, и мы татары. То есть я вас слушаю и понимаю, что, ну, понятно, что мы кочевые, потом как бы земледелие и так далее, но вот наш язык, он, получается, в себя вот это вот включил всю вот эту вот историю, вот этого. Да, включил, потому что все взаимоотношения, которые были, тоже финно-угорский след, он тоже есть, поэтому в языке мы это все тоже видим и отражаем, и, в принципе, те самые народы тоже, они ощутили. Поэтому процесс такой, мы говорим, взаимосвязи языков, и когда взаимосвязь, всегда происходит, что один язык влияет на другой, а второй то же самое. В принципе, то из-за чего и произошло, и как раз и научное изучение арабского языка хотели, чтобы на язык Корана оставить в таком видоизмененном виде, когда уже начали уже выходить за пределы Аравийского полуострова, многие начали принимать уже не арабские племена, а ислам, и чтобы не изменилось, начали составлять именно и грамматики. И вот исходя из этих грамматик, потом уже и вообще и составление, вот так же, как и татарский грамматик, происходило на основе именно арабских грамматик, которые уже исходят именно тем же самым истоком, хотя вот именно в написании традиционных арабских грамматик там тоже ученые разглядывают и древнеперсидские, и древнеиндийские, и древнелатинские тоже определенные трактаты, чтобы уже было все, потому что все строилось на определенном опыте языковых грамматических традиций. Поэтому и в татарский язык именно буквально тоже проникали целые категории. Например, категории относительно прилагательные, нисби сифат, которые образуются окончанием «и». Когда мы говорим «рух», «и», «дини». И то же самое, оно проникло не только тюркские языки, но тоже и персидский язык. Персидский язык тоже вот именно нисби сифат, они так и называются, как относительно прилагательное. И поэтому это вот обогащение, которое происходит и обогащается, и тем самым развивается, и только от этого люди только выигрывают.
А тогда вот вопрос такой, иврит и татарский. Ну вот, А, коль уж мы так вот уже такой палитру, да, диапазон раскрыли. Вот иврит, вот что вы можете сказать? И татарский. Или все-таки иврит и арабский? Да, Вот как иврит и здесь? арабский, естественно, тут уже, естественно, там говорят шалом, а здесь салем, салам, да, Да, поэтому да. очень много корней. Если там чисто сопоставлять определенно грамматические, естественно, многие исследования показывают, что так же, как и в Коране было написано, что Аллах Субхану ва Тааля Дорогие наши зрители, я вот держу часы и стараюсь момент этот проконтролировать, чтобы наша беседа завершилась именно в такой логической вот ситуации, когда вот тик-тик, и вот мы уже, собственно, говорим друг другу слова прощания, до новых встреч. Но всегда наша беседа, она так разворачивается, такими красками начинает играть, что уже время заканчивается, последние секунды, и вот на этой фазе нас, соответственно, наши 60 минут и мы прерываем. Поэтому я вышла на связь. Я надеюсь, сейчас Фарид Абы выйдет на связь, чтобы все-таки мы завершили наши эфиры. И я сторонник, что наши эфиры, они в этом и уникальны. Мы ничего не склеиваем, не монтируем. У нас живой прямой диалог, живая речь. И, конечно же, вот сейчас мы будем склеивать, по всей вероятности, с нашей командой вот, портала Питер Татар, вот кульминацию, финал. Друг другу приветствия уже, до новых встреч. Ждем Фарид Абы. А я со своей стороны, сегодня у меня открытие, пока мы ждем нашего гостя, что, оказывается, можно сквозным образом учить язык, не один, а несколько. Главное, чтобы вот эти моменты, они вот все время сопоставлялись. Такая, как вот в маркетинге есть корреляционный анализ, и здесь то же самое, вот можно как-то, ну, может, даже и некорректное сравнение. В любом случае, все мои вот эти вопросы, которые я планировала задать относительно проблематики, каких-то таких, наверное, в больше минорной, да, вот составляющей, Фарид Абы, он с таким вот восторгом, с таким вот воодушевлением говорит о том, что да, все замечательно, все процессы и в языковой среде, и в татарской, и в турецкой, там, и в арабской, и в других государствах, это все как бы взаимоприкосновение, это нормальный органичный процесс. Зачем от этого вот так вот отмахиваться? Наоборот, мы только приобретаем. Не теряем ли мы, вот, ну, как бы, насколько я поняла, если брать вековую историю, наш даже татарский язык, который, да, вот, прошелся по городам и селам, по всей территории, по планете, мы не потеряли, а наоборот, даже вот приобрели другие народы, которые остались в тех или иных населенных пунктах. В общем, Фарид Абы, я его пытаюсь вот сейчас, я его не вижу, может быть, он не выйдет на связь. В любом случае, давайте тогда так сделаем. Сейчас еще подождем его, если получится, тогда мы завершим наш диалог уже, как обычно, в нашей традиции. Если нет, я уже с вами попрощаюсь. И вот сейчас, получается, Фарид Абы звонил мне на телефон, и мне удалось ему передать информацию, что мы его здесь ждем. Поэтому вообще, насколько я знаю, вот этот момент, когда человек переводит с иностранного языка, например, на русский, там огромная колоссальная работа происходит. В голове просто делали, когда снимки, там все горит, все сияет. Соответственно, это колоссальная нагрузка. Оказывается, для обучения можно в этом, значит, можно учить и... Так, Фарид Абы к нам пришел. Фарид Абы мы всегда с ним, когда начинаем разговаривать, это вот... Фарид Абы снова, и снова, да, приветствую вас, очень рада, да. Ну вот я нашим зрителям говорю, вот сижу с часами, специально сняла, жду, чтобы вот не упустить этот кульминационный момент, и вот наша беседа так развернулась. Вот такой момент. Вот когда синхронно переводят, давайте уже завершим, да, вот синхронный, когда перевод... Да,
Да, валейкум ассалам. Когда синхронный перевод, это же большая нагрузка, да, вот на, собственно, на мозг и так далее. А когда все-таки учит человек сквозным через несколько языков, там нету вот этого, что через минут 15 уже, фух, я устал там, да, вот Да, я как думаю, вот... все дело привычки, как натренировать. Если уже, в принципе, наше положение здесь, когда Ага, мы используем, в принципе, всегда частенько так получается, что дома один язык, ага, на улице вышел другой язык, допустим, доехал ага, до какого-то заведения, ты, возможно, там используешь еще третий язык, включил, ага, допустим, еще какое-то средство массовой информации, например, англоязычный, еще какой-то другой, там уже мгм, другой язык, четвертый язык уже используется. Поэтому, в принципе, постоянно происходит уже переключение с одного языка на другой. И ага. такой проблемы, по сути, в принципе, нет. Когда уже человек привыкает к этому, и желательно, чтобы, поэтому, чтобы с младшего возраста уже у ребенка же начинать уже воспитывать вот именно эти самые качества, чтобы уже человек уже не говорил: о, устал я сегодня уже, чтобы много. Так, Фарид Абы, когда вот ваша система обучения, вы все-таки начинаете с арабского или с татарского, ну как бы вот, ну понятно, что начинаете, что это на русском звучит так, а потом следующие вот в цепочке, когда вы приводите вот эти примеры, вот чисто, ну как бы вот это, хоть это я уже ныряю в методологию, да, но вот интересно, вот эта цепочка, она все-таки якорится на арабский язык или куда, где она? Ну, всегда по-разному бывает, потому что иногда бывают в аудитории разные ученики, когда в Ага, аудитории разные ученики, есть возможность, чтобы уже каждый из них, прежде всего, чтобы он перевел на свой родной язык. И ага, это происходило тоже и с младшими, допустим, учениками школьного возраста, в принципе, и взрослые. И ага. людям всегда гораздо приятнее и понятнее, когда они, прежде всего, переводят, конечно, на свой родной язык сначала, чтобы уже Мгм, окончательно мгм, понять, закрепить, и потом уже на мгм, какие-то другие языки все это перевести. И чем разнообразнее языки, например, да, с одной стороны, можно сказать, что татарский, мгм, тюркский язык и турецкий, например, язык достаточно близкий, и где-то там слова в некоторых случаях совпадают. И тот же самый арабский мгм, язык, можно близкие какие-то слова, фразы и выражения, просто структуру предложения, возможно, мгм, другая, мгм, и структура со стороны структуры предложений арабский, он гораздо ближе стоит русскому языку, буквально можно в некоторой степени как бы один к одному структуры мгм, предложений. И если уже совсем именно из разных структур, можно сказать, вот, допустим, когда переводишь уже на английский язык, и когда уже сопоставляешь уже в английском языке, например, глагол там может стоять в самом начале предложения, допустим, мгм, в татарском языке в самом конце предложения. Поэтому уже когда происходят именно такие движения, чем больше таких движений, тем мгм, гораздо лучше. И другой момент относительно того, что вот вы сказали, что иногда тяжело бывает запоминать слова, о том, что обычно ученые тоже говорят, что не надо запоминать отдельные слова, поэтому нужно стараться, и некоторые ученые даже более жестко говорят о том, что нужно чуть ли не, как сказать, конструкциями, ну то есть это фразами, да, да, ага, именно, да, чуть ли не надо расстрелять таких учителей, которые дают и заучивать только отдельные слова, потому что вау, это, говорит, абсолютно ага, бесперспективно, это тяжело, это вот буквально получается пыткой для обучающихся, потому что мгм, необходимо, чтобы все слова мгм, заучивать именно в некой связке. И более мгм, того, всегда я тоже стараюсь именно давать, чтобы слова ученик уже знал, когда применять это слово. И сейчас как раз мгм, мгм, мы готовимся к проведению курсов. На меня вышли организаторы курсов для преподавателей арабского языка в Арабских Эмиратах. Они вот как раз для учителей школы, они проводят мгм, курсы по преподаванию, по методике преподавания арабского языка. Я вот в конце месяца, в начале июля будет проходить у них эти курсы, и буду им читать мгм. использование как раз использование именно ассоциативного мышления для преподавания Великолепно. арабского Мгм, языка для неарабоязычных, для развития мгм, способности мгм, строения предложения, изменения падежей и мгм, структуры мгм, предложения. Поэтому мгм. Поняла, достаточно Фарид это Абы, интересно. да,
Да, получается, что ваша методика, она вот, ну, как бы находит отклик и полезна, и эффективна не только для нас, вот простых, да, учеников, но и для педагогов, которые тоже, не являясь арабами, да, могут, ну, как бы, собственно, вот через такой ассоциативный, через такую сквозную, да, вот эту линию. Мы, конечно, можем дальше эту тему развивать. Скажите, пожалуйста, вот все-таки татарский язык, вот его, как бы вот его внутренняя природа, ядро и вот наша ментальность, это вот если охарактеризовать, это все-таки, ну, какие-то на русском языке какие-то оттенки, какие-то краски, потому что, например, там видео, ну, как бы такое гуляло в интернете, оно такое немножко такое шаловливое, но там, например, как говорит человек на немецком, вот это, да, там резко, да, там испанском, и вот, понимаете, итальянский, и это, безусловно, определенным образом раскрывает, да, вот, будем говорить, те вещи, которые не, ну, именно улавливаешь через звук. Вот татарский язык, вот для человека, который вот не знает татарский, будет его узнавать. Характеризуйте вот его языковая, этимологическая, это все-таки больше к природе, больше к взаимодействию, коммуникациям к людям. Вот о чем он? Вот, ну, как бы вот, когда звучит татарский язык. Такой сложный, я понимаю, вопрос, но мне хотелось бы вот в финал Ну, нашего общения. во-первых, хочется сказать, что, во-первых, то же самое, вот когда мы говорим ассоциативное мышление, либо определенные образы, Ага, ассоциации, да, у всех они индивидуальные, да, в принципе, из этого ага. и все тоже складывается, потому что Бог создал всех разными, и поэтому, в принципе, Мгм. ассоциации тоже разные, и они вот, исходя из жизненного опыта, исходя из образа мышления и из многих-многих факторов складывается, Мгм. всегда он разный, даже если мы скажем определенные, например, просто даже как слово, например, круг, у каждой, либо я нарисую, допустим, иногда я специально даже вот это показываю, о том, что я Мгм. нарисую круг на доске, и если спросить у кого-то, кто-то скажет, что это шар, кто-то скажет, что ноль, кто-то скажет, это О, Да, да, кому-то это да. Ага. колесо. Поэтому у всех это все совершенно по-разному все это воспринимается, но о себе могу просто сказать, что да, на самом деле здесь очень много всего есть переплетений. Это когда это вот слово татарский, это вот буквально всегда, это вот как некие, тоже как природа, да, как бы Мгм. как некий тоже как слово, которое татарский есть, именно мум, который невозможно его как-то перевести на русский Мгм. язык. Не знаю, Да. мы Мгм. искали обычно с учеными тоже, чтобы как правильно перевести, это вот невозможно его перевести. Есть, в каждом языке есть некоторые такие слова, которые не Мгм. поддаются переводу. А вот именно Мгм. вот этот татарский мум, он тоже невозможно его ни на один язык перевести, чтобы уже дословно уже дать понять. Поэтому можно было бы, что вот именно тоже мум, потому что с одной стороны его вроде бы и неощутимо, но вот этот мум, он как бы живет в душе каждого татарина, и он как раз он Мгм. все равно зовет и тянет тем как раз зеленым простором, как к своей родине, можно сказать. И всегда обязательно, и так и было, и хочет, что обязательно у них была книга, у татар. Обязательно книга, М. и главная книга, чтобы была Коран. Потому что М. благодаря Корану, как только что я уже говорил о том, что Аллах нас сохранил, и несмотря на то, что да, тысячелетиями мы проходили разные этапы, Мгм. и были нападения с различных сторон, и были уничтожения, и Мгм. это в разные этапы как раз проходили, но тем не менее по воле Всевышнего сохранились, и поэтому и арабский язык, и, например, и Коран, иногда там говорят, что о том, что вы можете, когда слишком в сторону религии, мы не говорим, что слишком в сторону Мгм. религии, наоборот, что оно должно быть все взаимосвязано. Например, слово миллят, М. миллят, который мы говорим обычно, татар миллят, например, миллят, Мгм. в арабском языке тоже имеет два значения. Первое значение это как религия, а второе значение как нация. И на что это как раз указывает? О том, что нации и религия, они взаимосвязаны. Поэтому, если ты хочешь сохраниться как нация, ты должен именно соблюсти вот именно свою религию. Если ты хочешь, чтобы у тебя была
религия совершенно, ты обрати внимание на свою нацию, потому что это твой народ, ты за них несешь некую ответственность, так же, как и за членов своей семьи. Поэтому вот если вот соблюсти вот этот симбиоз, я думаю, как раз у народа, нашего народа будет хорошее, прекрасное будущее, и это будущее не просто как отдельно, да, как взаимосвязи с нашими соседями, с нашими соплеменниками и со всеми теми народами, которые населяют нашу родину Российской Федерации. И наша родина тоже, когда будет обращать внимание и будет уделять внимание ко всем его народам и дает возможность развиваться, абсолютно не боясь каких-то сепаратистских настроений, потому что все время жили и во времена и Золотой Орды, и раньше, и позже. И у народа, наоборот, природная натура, наоборот, в сторону объединения. Бог создал, и поэтому человек не может жить отдельно. И так же, как люди не могут жить отдельно, так и народы тоже не могут жить отдельно. Они только могут жить и развиваться, и есть прогресс только как объединившись. И поэтому, когда мы изучаем различные атрибуты государства, да, и поэтому это есть единая территория, и преимущество огромное о том, что и вопросы безопасности, и вопросы и экономического характера, и социального характера. И поэтому наша родина России, на самом деле, когда выезжаем за рубеж и рассказываем много и о татарах, и о Татарстане, прежде всего, и о Казани, и рассказываем и об истории, и о России, на самом деле иностранцы с глубоким уважением относятся и к России, и относительно мусульманских деятелей мы можем тоже увидеть о том, что мусульмане тоже возлагают огромную надежду на Россию и верят, что здесь живут искренние, хорошие люди. И когда иностранцы сюда приезжают, кстати, тоже отмечают, что какой хороший у нас люди живут в России, разные люди, разные национальности, разные уникальность, да. Но, тем не менее, та доброта, которая им присуща, и насколько открытые, насколько они хорошие, они все время подчеркивают вот это. И надеюсь, что наша страна, наши народы смогут это все сохранить и дальше приумножить, и мы будем только получать выгоду от этого взаимовыгодного сотрудничества со всеми. Фарид Абай, ну вот на этой такой грандиозной, такой душевной ноте я бы хотела еще раз вас поблагодарить за то, что вы приняли участие в нашем прямом эфире. У нас огромный эфир получился. Мы с вами побили наш рекорд, потому что мы начали с 40 минут. Вот. Но это очень интересно, и я для себя очень многие открытия сделала. Надеюсь, и зрители тоже вот какие-то свои ответы получили. Будем получать от них, когда тоже рекомендации, отзывы и вопросы также продолжим, да, уже потом. Тогда, если уже резюмировать, то когда ты знаешь несколько языков, безусловно, ты только в созидательном можешь, да, ключе, ну, как бы действовать. А татарский язык, он сам по себе, как я понимаю, пройдя по всей планете, у него вот это вот зерно, ядро, оно вот это вот созидательно объединяющее, что вот, ну, как бы призыв к миру, вот. Ну и, соответственно, вот это вот я сегодня такая, да, вот аккорд, благодаря вам, вот я вот его вот, насколько поняла, для себя вот подчеркнула вот этот вывод. Поэтому будем дальше на связи, я буду к вам обращаться, и всем рекомендую вас как гениального учителя, наставника, педагога, который, видите, вот нам сегодня поведал, что можно учить сквозным образом, и в целом какие-то такие моменты раскрыли. Ну что ж, вам успехов профессиональных, интересных исследований, и до новых встреч, и благодарю еще раз, Рахмат, Бекзур. Да, спасибо. Тогда позвольте мне тоже вас поблагодарить прежде всего, потому что для меня тоже был очень интересный опыт общения. И всегда я говорю, что вот как педагог всегда у меня вот сложилось такое впечатление, всегда говорю, что у меня были, хвала Всевышнему, очень хорошие учителя и очень хорошие наставники.
у них я научился многому, но у своих учеников я научился еще большему. Потому что учителя, как правило, задают те вопросы, которые есть в учебниках, а ученики те вопросы, которые вообще нигде не найдешь. Поэтому те вопросы, которые они нигде не прописаны и которые возникают инертно Из сразу. жизни, да. Из Да, жизни ага. такие, и поэтому они заставляют тебя задуматься, размышлять и дальше искать и развиваться. Поэтому те Развиваться. вопросы, которые прозвучали с вашей стороны, может быть, что-то они были некоторые неожиданные, но и ваши слушатели, которые поэтому потом будут, если какие-то замечания, вопросы, я готов еще развиваться вместе с вами, и поэтому выражаю вам огромную благодарность. Спасибо вам Ну, за вечер. да, благодарим, благодарим. И будем тогда на связи, да, если вопросы, да. Все, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху, да, баракатного дня. Завершаем. Завершаем.